Мы расскажем вам о древнем государстве искусных металлургов Уйгурского края – царстве Машань. Царство находилось на важнейшем участке шелкового пути – трасса Лоулань, связывавшая Турфанскую впадину, Лабнор, Корла и Куча. На берегу реки Кончи-Дарья в районе Лабнор в уйгурской автономии тянется горный хребет Куруктак. На уйгурском языке «Куруктак» означает «сухие горы», что полностью соответствует их внешнему виду. Здесь повсюду обнаженные породы, скудная растительность, и это типичный пустынный ландшафт. Трудно представить, что более 2000 лет назад здесь была совершенно иная, полная жизни картина, и таинственное племя, центром которого были горы Куруктак, основало загадочное государство, которое в китайских исторических хрониках называется Машань, Черная гора. Но что же это за государство, Машань? Это страна, расположенная в безлюдной пустыне, чьи жители занимались выплавкой железа, откуда они пришли изначально. Обращаясь к истории, узнаем, что горное царство находилось на расстоянии около 3000 километров от Чиньяни, насчитывало 450 дворов, население в 5000 человек и армию в 1000 воинов. В горах добывали железо, ковали оружие, а в обмен приобретали зерно в соседних государствах. Это описание горного царства западного Уйгурского края содержится в Ханьшу. Кроме того, в Ханьшу Цзичжу эпохи Тан написано: их люди обычно жили у подножия гор. Из этого мы можем узнать, что в первом веке до нашей эры, до первого века нашей эры царство Машань было горным государством с населением более 5000 человек. Ограниченные природными условиями, они испытывали острую нехватку пахотных земель, поэтому зерно для жизни им приходилось приобретать в соседних государствах. Хотя пригодной для земледелия земли было немного, здесь были богатые залежи железной руды, добыча железа и изготовление оружия были основой экономики царства Машань. Это не только обеспечивало их собственную военную мощь, но и создало основу для торговли, где их главным экспортным товаром было оружие. Такая модель – покупка зерна у соседей и экспорт оружия – постепенно сформировала между царством Машань и соседними государствами Уйгурского края тесный экономический союз. Люди, известные в истории западного Уйгурского края как жители горного царства Машань, овладев ресурсами для изготовления оружия, постоянно привлекали к себе мастеров литейного дела из окрестностей. Когда население достигло определенного уровня, у них появилась возможность укрепить свое царство. Эти люди, изначально собравшиеся вместе благодаря железным рудникам, постепенно слились воедино, и так сформировалось новое государство. Таким образом, жители царства Машань изначально происходили из соседних с ним царств Уйгурского края, а также из более отдаленных мест, откуда приходили кузнецы, искавшие работу. Как бы то ни было, то, что это горное государство имело правящий слой из европеоидов, является достоверным и подтверждается археологией. В 1995 году Институт археологии и культурного наследия уйгурской автономии при раскопках могильника Иньпань в горах Куруктак обнаружил прекрасно сохранившуюся мумию мужчины в роскошных одеждах. Этого выходца из Уйгурского края, которого археологи назвали «красавцем из Иньпаня». Рост составлял около 1,80 м, волосы имели светло-коричневый цвет. На лице мужчины была хорошо сохранившаяся маска из конопляного волокна. Она была искусно сделана. На лбу полоска сусального золота, лицо покрыто белой краской, а черной краской прорисованы глаза, губы и высокий, прямой нос. Под маской скрывалось типичное европеоидное лицо. Возраст умершего составлял около 30 лет. Скорее всего, он был аристократом, возможно, даже правителем или членом правящего класса царства Машань. Поверх одежды на мумии был надет халат из драгоценной шерстяной парчи с рисунком обнаженных фигур, изображающих древнегреческого Эроса, Купидона. Стиль явно восходит к эллинистическому искусству. Этот крупнейший могильник с буддийскими храмами эпохи древних государств Уйгурского края в районе Лабнора получил название «Вторая Лоулань» по своей археологической ценности. Название царства Машань впервые появляется в хрониках IV века. Однако в более ранней хронике Ханьшу оно называется Шаньго – горное государство. Видимо, китайский хронист просто использовал название Машань – Черная гора на языке древнего уйгурского государства Карашар. В книгах эпохи Тан, таких как Шицзяфаньчжи
Это название также переводится как Хэйшаньга, Черногорье. Для нас сегодня это древнее государство Уйгурского края, царство Машань, оставившее бесценные археологические артефакты, благодаря которым мы можем понять, как формировалась многотысячелетняя уйгурская цивилизация и какие древние государства и народы легли в основу современной уйгурской нации. И несмотря на то, что некоторые древние государства Уйгурского края мелькнули словно мимолетное видение, но они реально существовали и затем влились в другие союзы или государства на древней уйгурской земле, вписав свою страницу в летопись уйгурской цивилизации.